Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в выпуске проблемы те же. Инспекция по курортным объектам продолжилась. Посмотреть на своих кумиров юные футболисты из Калдахары побывали на матче чемпионата мира в Сочи. К юбилею художников в Сухуми открылась выставка работ Виссариона Цвижба. Специальная комиссия, созданная по распоряжению премьер-министра Геннадия Гагулия в целях проверки деятельности туристических комплексов и их готовности к курортному сезону, выехала с проверкой на озеро Рица и Новый Афон. В состав комиссии, возглавляемой первым вице-премьером Дауром Аршба, входят представители Министерства по курортам и туризму, МВД, МЧС, Министерства экономики, санитарно-эпидемиологической службы, Госкомитета по экологии и охране природы, а также инспектор госстандарта. О том, какие нарушения были выявлены на главных туристических объектах страны, в специальном репортаже программы. Знаменитые на весь мир и самые посещаемые достопримечательности Абхазии – озеро Рица и город Новый Афон. Именно эти маршруты пользуются наибольшим спросом как у отдыхающих в Абхазии, так и у въезжающих на экскурсии в нашу республику туристов. Первая остановка и первое нарушение – знаменитый водопад Девичьи слезы. Существует легенда, если загадать желание и трижды умыться этой водой, то оно обязательно сбудется. Правда, местные коммерсанты рекомендуют для 100% исполнения повязать здесь 3 ленточки. Вот почему на свисающих растениях так много разноцветных символов исполнения желаний. Для экологии Абхазии такая деятельность не представляет опасности, считает председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава. Но то, что автобусы и маршрутные такси высаживают пассажиров прямо на проезжей части – грубое нарушение правил дорожного движения и безопасности, тем более, что посещение данного водопада не входит в экскурсионный маршрут. Кроме того, на пешеходной дорожке моста организована несанкционированная торговля. Здесь категорически запрещается торговать. Здесь пешеходная дорога. Они перекрыли дорогу, тем самым пешеходов вынуждая идти на проезжую часть, и они путаются вместе с машинами. Безопасность здесь уменьшается. Во-первых, здесь место с ограниченной видимостью. Категорически запрещается останавливать транспортные средства в категорической форме. Транспорт стоит по правой, по левой стороне, а между ними люди, понимаете, здесь не положено останавливаться на сегодняшнее время. Если когда-то, конечно, соответствующие площадки будут созданы, имеется в виду высадка пассажиров будет осуществляться, и если речь идет о экскурсионных группах, то где можно располагать экскурсионную группу и показывать тот объект, который они хотят показать, то если будет соответствие, то тогда можно и допускается в тех случаях. А на сегодняшнее время мы, как Министерство по туризму, когда к нам предлагают разработанные туристско-экскурсионные программы, включить данную ситуацию, данный объект мы не можем. Следующая остановка – Медовый двор. Хозяин заведения, индивидуальный предприниматель Дмитрий Кукускерия, утверждает, что его продукция высшего качества. У предпринимателя есть и подтверждающие этот факт документы. Мед правильно и красочно упакован, что, безусловно, привлекает покупателей. Здесь даже есть ульи-витрины, чтобы туристы могли наблюдать за процессом производства меда. Единственное замечание главного санитарного врача республики Людмилы Скорик – отсутствие специальной этикетки. Единственное, что нету здесь, это непосредственной этикетки на этот мед, где будут указаны данные самого изготовителя, то есть с чьей пасеки реализуется этот мед. Плюс не указано, значит, какого года сбор этот мед. Ну и к какому меду относится. На КПП Рицинского национального парка комиссию встретила директор парка Рита Лолуа. Первая остановка уже на территории национального парка «Голубое озеро». Невозможно не заметить позитивные изменения, которые здесь произошли за последние несколько лет. Под автостоянку и рынок выделены специальные площадки. Но после осмотра продукции, предлагаемой на местном рынке, у главного санитарного врача республики возникли вопросы. Отсутствие этикеток на продукции собственного производства. Есть продукцию, которую мы даже не можем идентифицировать. Да? Например, вот бутылочка, то есть непонятно, что там налито, какого оно качества, когда оно изготовлено, что сделано.
Рита Лолуа рассказала Дауру Аршба о том, как здесь организована работа. После проведенных берегоукрепительных работ появилась возможность расширить пешеходную зону и организовать площадку для отдыха. Следует отметить, что по всей главной трассе, вплоть до перевалочной высоты, установлены мусорные урны. Повсюду чистота и порядок. Следующая остановка уже непосредственно на озере Рица. О необходимости создания здесь медпункта говорили не один год. И вот такой пункт уже функционирует. Все таблетки, медикаменты, все есть. А часто бывает, что обращаются? Да, очень часто. Но тут уже первую помощь оказываем. Вдруг, если тяжелые такие больные, уже отправляем. Также на всей территории парка приведены в порядок общественные туалеты и канализационные стоки. Где было необходимо, установлены новые перила и выложена плитка. Мы проводим ямочный ремонт дороги, укрепляем берега, ремонтируем туалеты, наводим красоту, где-то что-то осыпалось после снега, после морозов. Помимо этого мы провели вот новые канализационные водопроводные трубы и с одной стороны, и со второй. И вывели их, как и положено, вывели на наши очистные сооружения. Вот, к сожалению, у нас проблема с очистными сооружениями. У нас там идет механическая обработка только и всего. Реанимировать его, привести в полное соответствие. Мы занимаемся документацией, но опять-таки по деньгам, там колоссальные деньги, вот, порядка 20-25 миллионов. Мы просто не тянем такую работу. Людмила Скорик выбрала для проверки самый крайний ресторан абхазской кухни «Нарт». Здесь всю еду готовят на костре. За исключением небольших замечаний, в основном к работе данного заведения вопросов не было. Никаких отравлений, никаких заболеваний наша абхазская кухня никогда не вызывала и не будет вызывать у наших отдыхающих и посетителей. Почему? Потому что термическая обработка происходит в момент подачи посетителю. Хранение готовой продукции не ведется. Дальше комиссия отправилась в город Новый Афон. После осмотра рынка на территории возле водопада те же замечания, а именно отсутствие на продукции этикеток и нарушение правил реализации и хранения некоторых продуктов питания. Члены комиссии посетили и историко-архитектурный объект «Анакопия». К организации работы на данном объекте вопросов не возникло. Ухоженные, тропа, которая располагается, также благоустроена, безопасно. Экскурсанты посещают. Ну, экологи здесь, я думаю, больше скажут, как они относятся к окружающей среде. Вот также надо относиться к природным памятникам, вообще к историко-архитектурным памятникам, заповедникам. Если мы также будем эксплуатировать, и нашим гостям, и туристам будет нравиться. Если с точки зрения экологии говорить, то здесь немного печалит то, что Огневка все же сделала здесь свое дело. Вот здесь вот по вот этой стороне был самшит. Причем самшит не одного десятка лет, скажем так. Но, к сожалению, при входе там, ввиду того, что обрабатывается, самшит сохранен, а в глубине, к сожалению, он погиб. В целом экологическая обстановка очень нормальная, благополучная, я бы сказал. Члены комиссии решили осмотреть первый попавшийся участок городского пляжа. Никто не ожидал увидеть такую неблагоприятную картину. Данный пляж, если взять, то он не оборудован и он не готов к эксплуатации, потому что вот мы визуально смотрим и нету вот ограничительных буев, технические зоны не определены, станций спасательных нету, плавсредств нету. К сожалению, дикий пляж, так можно назвать, да. Что касается кафе на этом пляже, то и здесь масса нарушений. Много претензий, будет передан этот объект на контроль в Гудаутскую СЭС, чтобы они проконтролировали, потому что замечание я им сказала, высказала на месте, предложение сказала, вот, а уже территориальная СЭС будет осуществлять контроль плановый. В завершении инспекционной поездки члены комиссии побывали в Новоафонской пещере. Сейчас здесь ведутся ремонтные работы, которые близятся к завершению. Совсем скоро будет введен в эксплуатацию так называемый накопитель, благодаря которому туристы смогут в комфортной обстановке дожидаться своей очереди. Что касается правил соблюдения пожарной безопасности, то здесь у членов комиссии не возникло никаких вопросов. Все здание и вагоны оборудованы необходимыми средствами.
Административное здание, оно оборудовано пожарной сигнализацией, первичные средства имеются. Мы осмотрели состав, который доставляет туристов в пещеру саму. Он тоже оборудован сигнализацией и первичными средствами пожаротушения. По пожарной безопасности нарушений нет, грубых нарушений нет. Второй выезд специальной комиссии по туристическим объектам Абхазии выявил те же самые недостатки, отметил в завершении поездки председатель комиссии Даур Аршба. Речь идет в первую очередь о ситуации на берегу моря, на пляжах. За исключением некоторых участков, практически все они в ненадлежащем виде. Нет спасательных служб, к сожалению, это самый большой недостаток из всего того, что мы увидели. Практически люди предоставлены сами себе, не очерчены технические зоны, нет вот этих буйков указательных. То есть здесь очень много работы в этой линии. Потом вот эти несанкционированные, так называемые точки, торговые точки, казалось бы, они имеют разрешение, но вместе с тем продукция, которая выносится на торговлю, она не выдерживает, мягко говоря, никакой критики. Здесь тоже большой объем работы. Таким образом, по итогам работы комиссии сделаны выводы и выявлены основные направления, где необходимо исправлять ситуацию. И главное, люди, работающие в туристической сфере, должны быть заинтересованы в устранении существующих недостатков. Ведь от грамотной организации их работы зависит не только личный заработок, но и во многом имидж всей страны. Ирина Аршба, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. Три человека погибли в ДТП в Гагарском районе 3 июля, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. Авария произошла 3 июля ночью примерно в 2:30 в Гагарском районе в поселке Бзыбь на 34-м километре трассы Псо-Ингур. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. В автомобиле находились 4 человека. Пассажиры скончались на месте. Предполагаемый водитель с телесными повреждениями доставлен в Гагарскую ЦРБ. Угроза его жизни миновала, прокомментировали в МВД. По факту ДТП проводится доследственная экспертиза. К другим новостям. Двое учащихся Калдахарской школы-интерната 30 июня посмотрели матч чемпионата мира по футболу Португалия-Уругвай с трибуны сочинского стадиона «Фишт» вместе с президентом Раулем Хаджимба. Поездка на чемпионат мира по футболу для ребят стала неожиданным и очень приятным событием. Подробности поездки в репортаже Алики Трапш. Воспитанники Калдахарской школы-интерната Руслан Чукбар и Никита Ампар своими глазами увидели матч между национальными сборными мира по футболу Португалией и Уругваем на стадионе «Фишт» в Сочи. Это стало возможным благодаря президенту Раулю Хаджимба, которого организаторы пригласили на матч и подарили ему несколько билетов для сопровождающих. Счастливчиками оказались подающие надежды юные спортсмены. Никита Ампар уже 5 лет выступает за футбольный клуб «Гагра», а Руслан Чукбар – игрок футбольной команды при Калдахарской школе-интернате. Поездка на чемпионат мира по футболу для ребят стала неожиданным и очень приятным событием. Когда мне позвонил дядя, я очень порадовался, что он сказал, что ты поедешь с Раулем Дюнковичем Хаджимбом на чемпионат мира. В душе очень было радостно. Стадион очень большой, 44 тысячи болельщиков. Люди перекликывали всех, ничего не было слышно. Даже моего друга, он сидел рядом со мной, я его даже иногда не слышал. Уругвайские болельщики, они очень эмоциональные были. Они очень громко пели гимн. Если Руслан Чукбар впервые побывал на такой большой игре, то для его друга Никиты Ампар это уже вторая поездка. Первый раз он поехал с футбольным клубом «Гагра» на матч Россия-Бельгия еще до начала Мундиаля. Первый раз, когда я поехал смотреть Россию-Бельгию, там не очень было хорошо видно. Когда я поехал с президентом, мы сидели в вип-ложе, и было хорошо видно игроков. Во время игры мы общались с президентом, фотографировались. Еще они нам подарили подарки.
Юный спортсмен Руслан Чукбар болел за сборную Уругвая, а Никита Ампар за Португалию, потому что там играет его футбольный кумир Криштиану Роналду. Матч был очень зрелищным. Одним из самых интригующих моментов Руслан Чукбар назвал игровой эпизод, когда нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани забил 2 нелегких, но красивых гола. Когда забил Кавани гол, весь стадион начал кричать, уругвайские болельщики начали очень перекрикивать. Я тоже где сидел, мне было очень радостно, я тоже начал кричать. Мы сидели в VIP-ложи, в ряду с нами сидел Рауль Дюнкович Хадинба и Руслан Михайлович Вадаря. Вадаря тоже, он болел за Уругвай. Рауль Дюнкович тоже болел за Уругвай. Мы победили Португалию. Когда сборная Португалии проиграла и не вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, Никита Ампар, как и многие фанаты Португалии, расстроился. Но все же он был счастлив, что смог увидеть своими глазами звезд мирового футбола. Я этот чемпионат не забуду, потому что я увидел самых крутых игроков. Я сидел с президентом Португалии, и был там великий футболист Уругвая Диего Лугану. Я хочу отблагодарить Рауля Дюнковича Хадинба и Руслана Михайловича Вадаря. Я этот день никогда не забуду. После окончания матча ребятам удалось сделать несколько фотографий с президентом Раулем Хаджимбом, а также с легендами мирового футбола. К примеру, теперь у Руслана Чукбар есть фото с самим Диего Лугано, бывшим защитником сборной Уругвая. Юные спортсмены Никита Ампар и Руслан Чукбар в будущем хотят связать свою жизнь с футболом и стать такими же звездами, как их кумиры Лионель Месси и Криштиану Роналду. А мы им желаем удачи. Аля Катрапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Накануне в офисе политической партии АПСН прошли очередные консультации с участием зампредседателя РПП «Форум народного единства Абхазии» Аслана Барцыц, председателя «Единой Абхазии» Сергея Шамба и председателя АПСН Ахра Аристава по реформированию Конституции Республики. Сегодня некоторые участники встречи рассказали в интервью Абхазскому телевидению о ходе консультаций. Реформы конституционные в первую очередь нужны стране и народу для того, чтобы сама система устройства государственной власти соответствовала тем требованиям времени и служила в первую очередь народу. Суть консультаций заключается в том, чтобы сама реформа конституционная устраивала все политические силы. Все за то, чтобы расширить число участников консультаций, привлечь максимально большое количество всех политических сил, включая общественно-политические организации. У них тоже есть идеи, у них тоже есть взгляды. И я думаю, что всех надо привлекать. Это все лидеры партии поддержали. Что касается позиции партии АПСН, мы в первую очередь хотим, чтобы система принятия решений была более прозрачная, чтобы те люди, которые будут отвечать в исполнительной власти, в законодательной власти за интересы народа, сама система работала быстрее, оперативнее и приводила к реальным результатам. Нужно начать реформирование. Нужно начать с того, как избираться должен парламент. Я всегда говорил о том, что нужно создать такую политическую в стране, когда политические партии имеют реальное влияние на политические события, которые происходят в стране. К сожалению, этого нет. Мы видим сегодня, что партии наши очень слабые, те, которые есть. Люди в партии не рвутся, не идут особенно. Нужно выборы по партийным спискам сделать. Это придаст значение партиям. Люди пойдут в партии, если хотят не в политике участвовать. Потому что получается так, что в политике хотят участвовать, а с партиями связанными не хотят быть люди сегодня. Хотят быть свободными в этом смысле. Вот. Ну и за этим уже идет целый ряд других изменений. Тогда власть становится реально подконтрольной. У нас есть уже движение по этому вопросу. Но это только будет предложение наших ряда партий. Я думаю, что более широкий круг людей надо привлечь к тому, чтобы была поддержка общественная, потому что эти поправки должны приниматься
парламенте. Чтобы их приняли в парламенте, значит, нужно соответствующее создать общественное мнение. В Центральном выставочном зале Союза художников Республики Абхазия открылась выставка работ абхазского художника Виссариона Цвижба. Экспозиция приурочена к 75-летию талантливого художника. За плечами талантливого художника, члена Союза художников Республики, ветерана Отечественной войны народа Абхазии, награжденного медалью «За отвагу» Виссариона Цвижба, диплом художественного училища отделения изобразительного искусства Тбилисской государственной художественной академии. С 1972 года Цвижба участвует в выставках в Абхазии и за ее пределами – в России, Польше, Чехословакии, Германии, Италии, Турции. А экспозиция под названием «Листопад» не первая для прославленного мастера кисти. Выставку посетили любители искусства, почитатели таланта Виссариона Цвижба, друзья и члены семьи художника. Сегодня у моего дяди выставка, также у него сегодня день рождения, ему исполнилось 75 лет. На протяжении 20 лет он занимался также художеством. Можно сказать, на протяжении всей своей жизни он занимался, излагал свои мысли в картинах. И настолько было прекрасно и приятно. Также я хочу сказать то, что Сергей Цвижба, который сегодня делает выставку, обучал моего отца именно искусству художественному, Илья Цвижба. Мне было очень приятно, когда в детстве я приходил и видел, как они рисуют, занимаются творчеством. Более 70 картин, выполненных в жанре графики и живописи, украсили стены главного выставочного зала столицы. Сам мастер отличается скромностью, поэтому нам не удалось записать его интервью. Однако мастер признался нам, что выставка вобрала в себя часть работ, которые художник с трепетом собирал с 1967 года. И каждая работа для него – это отдельная, особенная история. Друзья художника говорят о том, что такие мастера, как Виссарион Цвижба, прекрасно описывают историю, но не чернилами на листе бумаги, а красками на холсте. Я был таким сторонним, не знатоком, а сторонним наблюдателем его творчества. Абсолютно с уверенностью могу сказать, что историю можно писать словами, историю можно писать музыкой, историю можно писать по-всякому. Историю народа красками. Это наиболее выразительная история. Здесь все есть. Изначально продолжение всей нашей истории где-то до сегодняшнего дня. Виссарион Цвижба по праву считается одним из выдающихся абхазских художников. Ведь работы мастера хранятся в Национальной картинной галерее Абхазии, художественных фондах России, в Майкопском филиале Музея искусств народов Востока, Государственном музее Кабардино-Балкарии, Чеченском государственном музее, Ржевской художественной галерее в частных коллекциях. Выставка картин Александра Семенцова, которая проходит в эти дни в Государственном русском музее Санкт-Петербурга, посвящена Отечественной войне народа Абхазии, сообщает информационное агентство «Спутник». На ней представлены 2 серии работ художника «Лезвие» и «Апокалипсис». Выставка, в которую вошли 67 картин, представляет собой коллекцию живописи и графики. В коллекцию картин Александра Семенцова о войне в Абхазии вошли работы под названием «Верхняя Эшера», «Вторжение», «Папа, разве они топчут цветы?», «Придет весна, вернутся дети». Абхазия для Александра Семенцова занимала особое место не только в творчестве, но и в жизни. Советский и российский художник Александр Семенцов родился в Керчи в 1941 году, окончил Академию художеств. В 1976 году вошел в Союз художников Абхазской АССР, а в 1986 году стал членом Союза художников СССР. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ночью и утром ожидается переменная облачность. Местами возможен слабый дождь, днем преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью 20-25, днем 26-31 градус. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.